Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите «Бугуни». Я принимаю эстафету от своих коллег. В следующие 3 часа мы будем говорить на самые горячие и актуальные темы, которые появились в нашем информационном пространстве. С вами Гульсум Халилова. Поехали! Підпалено будинок екс-голови Нацбанку Гонтаревої. Хто стоїть за підпалом? У Мінську хочуть затвердити формулу Штайнмаєра? Чи не брешуть джерела? Демарш України на нараді ОБСЄ. Наша делегація покинула залу засідання. Ну и традиционно я уже готова представить гостей нашей студии. Светлана Залищук, народный депутат Украины 8-го созыва, а также Кирилл Сазонов, политолог. Витаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Ночью в Киевской области сгорел дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Адвокат Валерии Гонтаревой Андрей Федун не исключает мотивы шантажа или дискредитации в поджоге дома. Давайте послушаем его прямую речь. Я хотів би вважати, що це якась, вибачте мені, дурь окремого виконавця. Я, безперечно, маю оцінювати в послідовності ті кроки по шантажу, дискредитації і фізичного знищення майна моєї клієнтки. Але сьогодні вночі був скоєний злочин, щонайменше навмисне пошкодження майна, і злочинами мають займатися компетентні правоохоронні органи. Ну и президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей к быстрому раскрытию данного преступления. Далее его цитата. Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів. Как вы считаете, что это было? Кому действительно, может быть, это нужно поджечь дом Гонтаревой? Вы очень правильный вопрос задали, потому что правоохранители будут искать улики, отслеживать записи видеокамер, поселок достаточно престижный, а мы можем исходить из того, кому это нужно, кому это выгодно. Я циничный человек, я не очень верю в месть банкиров каких-то там, Дельта-банк или какой еще банк она закрыла. Плохо. Банкиры это больше люди с мышлением шахматистов. Национализация Приватбанка, может быть? Может быть, да. То есть, на самом деле, две версии. Я вам скажу точно, что правды железобетонной мы не узнаем никогда. На самом деле, две версии. Первая – месть Коломойского показательная. Но опять-таки, Коломойский тоже, он действительно шахматист. То есть, он исходит из того, какая позиция у него есть и какую пользу он может своими ходами извлечь. Тут очевидной пользы нет. То есть, может быть, месть. Есть такая версия, месть Коломойского. Хотя я не вижу выгоды в этом. А Коломойский человек, который о своей выгоде не забывает никогда. Вряд ли он руководствуется эмоциями и местью. Мы видим, сколько людей, с которыми у него были конфликты здесь, в Украине, и никому пока не прилетело. То есть, он не очень мстительный, судя по всему, но... С другой стороны, не будем скрывать, что по Гонтаревой несколько уголовных дел в Украине. Ее обвиняют достаточно серьезно, начиная с времен Курченко, заканчивая другими действиями, еще во главе компании инвестиционной, потом уже в работе в Нацбанке. И она уехала в Великобританию, у нее вчера был обыск, если я не ошибаюсь, в квартире. И ее приглашали на допрос, она не являлась, звала следователей к себе в Лондон. И уже суд принял решение о ее принудительной доставке на допрос, что из Великобритании сделать, естественно, невозможно. И я думаю, что, скорее всего, она хочет получить там убежище и сюда не возвращаться. Денег у нее достаточно много. Я думаю, очень много, с ценой дома не сравнить. Поэтому поджог ее дома, поджог машины невестки репутационно для Великобритании, для ее линии защиты Великобритании очень выгоден. Ей, скорее всего, дадут убежище, потому что явный факт преследования. Она сама это могла сделать? Я не говорю, что она сама могла это сделать. Я отвечаю на ваш вопрос. Не своими руками. Не, понятно. Я отвечаю на ваш вопрос, кому выгодно. То есть, либо месть Коломойского, либо... Выгодно это Гонтаревой самой. Светлана, как вы считаете, действительно главным проектом во время ее руководства Национальным банком Украины это был проект зачистки банковского сектора? Да? Действительно, могли ли ей таким образом отомстить банкиры, возможно, олигархи? Не зачистки, а очистки, я бы сказала.
Чому? Тому що ми знаємо дуже прекрасно, що було дуже багато банків-метеликів, які вимивали гроші, які працювали конкретно на політичні якісь інтереси, які мали приховані якісь схеми сірі і так далі. І тому завдання періоду там після 2014 року було взагалі ці всі банки просто очистити, так, від наш банківський сектор очистити від таких банків. І мені здається, за от з 2014-2019 рік ця функція конкретно вона була виконана. Щодо версії, ви мене просите це коментувати. Я утримуюся від коментарів. Мені не подобається фантазувати на тему, хто винен і кому це вигідно, тому що це сприяє просто створенню певних міфів, певних, розумієте, теорії, які не підтверджені нічим. Я не маю доказів, тому мені не подобається як політику, розумієте, вигадувати, тому що це теж люди мають компетентні це комунікувати, базуючись на певних доказах. Сама Гонтарева утверждала, что это уже не в первый раз, и мы видели, что поджигали машину ее невестки, да, если я не ошибаюсь, до этого ее на Лондонской улице сбила машина. Как вы думаете, может ли быть это звенья одной цепи? Машина чистой воды случайность, потому что по отчетам полиции действительно ДТП, несчастный случай. Водитель остался на месте происшествия, на него составлен протокол. То есть искать хитрую руку Коломойского во всех этих событиях я бы не стал. Но Светлана права, действительно, тут должны говорить компетентные люди. То есть мы можем версии настроить целую кучу с точки зрения политики, выгоды. Просто я говорю, если возьмем две версии, месть Коломойского и работа Гонтаревой, то даже если правоохранители раскроют это преступление, не факт, что оно станет публичным достоянием. Потому что такой компромат, такой материал выпускать из своих рук никто не захочет. Он гораздо важнее, пока он хранится в чемодане. Поэтому мы, скорее всего, не узнаем правду, будем фантазировать до финиша. Ну, пока неизвестные люди поджигают дом Гонтаревой, депутаты от «Слуги народа» уже зарегистрировали проект изменений закона о столице. В первых положениях вписали дату внеочередных выборов мэра Киева. Давайте послушаем, что там говорится. Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради на неділю 8 грудня 2019 року. Состоятся ли выборы 8 декабря, как вы думаете? Ну, це залежить від голосування, я так розумію, і чинного парламенту. Тому ми від цього будемо відштовхуватися. Но у нас есть большинство в парламенте, и для этого нужно 226 голосов, учитывая, что Верховную Раду Украины уже сравнивают с зеленым принтером. Какова действительно вероятность того, что 8 декабря действительно выборы состоятся? Я не знаю, у нас вообще на декабре был намечен путч, по словам одного народного депутата. Лизы Я не знаю, Богуцкой. да, получится ли совместить выборы с путчем. Обычно и то, и другое требует полной концентрации. Но если серьезно, то действительно команда хочет получить контроль над Киевом. Полный. Для этого нужно поставить своего человека. Первая задача – это поменять главу Киевской городской администрации. Новые законы они, скорее всего, проголосуют. И там прописано, что мэр Киева не может быть главой администрации. Глава администрации не может совмещать свою должность ни с какой другой. Выборы на декабрь, конечно, мажоритарщики победили на всех округах в Киеве от команды. Это факт, от «Слуги народа». То есть есть определенный кредит доверия. Но все-таки рейтинг немножко садится к декабрю. С другой стороны, у них нет ни одной яркой фигуры, достаточно готовой, чтобы пойти на мэра. У президента поднимаются. У президента, да, но президент не пойдет на мэра Киева. Понятно. А сможет ли Александр Ткаченко там составить конкуренцию Но мы же узнаваемому понимаем, Кличко? что мэром станет ставленник Зеленского. Не факт. Мэр это все-таки не депутат. Мэр, ну, все-таки немножко другая специфика, немножко другая явка. И все-таки мэра люди хотят видеть часто более знакомого, более понятного. Мы видим, что сейчас у Кличка непростая ситуация в Киевраде. Она не собиралась 4 месяца, и вот он не смог собрать кворум 61, он собрал 46 депутатов. То есть антикличковского большинства нет, но и прокличковского уже нет. То есть ситуация сложная, и Кличко проводит сейчас консультации по распуску Верховного... Пока он не может распускать Верховную Раду, по распуску Киеврады. То есть он навязывает свой темп, играет на опережение, борьба за Киев будет очень жесткой. Светлана, вот у меня к вам вопрос как к политику. Многие эксперты говорят о том, что президент Владимир Зеленский хочет поставить последнюю точку в своих действиях, а именно в узурпации власти. И местные выборы, в том числе и выборы мэра Киева, это и как раз-таки является вот этой точкой или, возможно, даже запятой. Мы не знаем, какие амбиции остальные, может быть, у команды президента Зеленского. Но видите ли вы какие-то предпосылки вот данной узурпації? Узурпація – це захоплення влади незаконним шляхом. Треба говорити про те, що
більшість в парламенті, монобільшість, вони створили абсолютно законним шляхом. За це проголосували люди. І розумієте, мені це може навіть не подобатися, тому що я, наприклад, програла, я брала участь у виборах як мажоритарник. І я програла на своєму окрузі 199-му в Черкаській області, де я народилася, якраз представнику від партії Зелених. Зеленському, так? Тому мені це може не подобатися, але я визнаю їхню демократичність, тому що це люди надали мандат. Більше того, я вам можу сказати, що, в принципі, я підтримувала ідею президента провести ці дострокові парламентські вибори. Чому? Тому що як колишній депутат я бачила, що наш парламент був абсолютно неспроможний ухвалювати ті рішення, які сам обіцяв. Тому я би не використовувала слово узурпацію. Мені здається, що це нагнітання, причому нечесне. Узурпація – це злочин, насправді, так? Яка має конкретні ознаки. Ми не бачимо цього. Це інша справа, що справді Зеленський, я би сказала так, брутально намагається взяти під контроль абсолютно всі органи влади. Величезне питання в цьому процесі – це з якою метою він використає цей ресурс влади. Є дуже така хороша формула, яка пояснює, що зміни в країні, в будь-якій країні, робиться за формулою – це політичний ресурс, тобто влада помножена на політичну волю. І як людині, я, наприклад, вірю Зеленському, що він там щось хоче поміняти, але і в нього є цей ресурс влади, так? І потенційно це все може спрацювати в величезну користь. Але мають працювати інституції. Питання в тому, що зараз треба не контролювати все шляхом розставлення своїх людей, так? А треба, якби, наприклад, в Центральну виборчу комісію, от зараз іде величезна дискусія, хто буде нові. Якщо Зеленський поставить абсолютно всіх людей своїх, я думаю, що це буде негативно відобразиться на країні, на політичній атмосфері, на, от знаєте, такі систему стримувань і противаг. Якщо він поставить туди, якщо він розпустив попереднє ЦВК. Я, наприклад, не погоджувалася з тим, як обиралося попереднє ЦВК. Це не був найпрозоріший, найчесніший процес. Я так не вважаю. Якщо він призначить найкрутіших людей з експертного середовища, які є, знаєте, такими світочами юриспруденції, чесності і прозорості, я поаплодую цим призначенням. Кто буде в цьому питанні? Завтра мы переходим к следующей теме, а именно к политическим кругам на международной площадке, в том числе и решение вопроса урегулирования ситуации на востоке Украины. И вот завтра уже в Минске соберется контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. И российское издание «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, говорит, примут решение, которое предоставит возможность встретиться Путину и Зеленскому. Давайте послушаем. На засіданні, сподіваються співрозмовники «Комерсанту», будуть узгоджені терміни розведення військ, а також затверджена і підписана єдина редакція формули Штайнмаєра. Якщо це буде зроблено, ймовірність того, що перша зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського відбудеться в жовтні на саміті в нормандському форматі, наблизиться до 100%. Ну и действительно, в последнее время очень много говорят об этой формуле Штайнмаєра. Так давайте же посмотрим, что она предусматривает. Так звана формула Штайнмаєра передбачає перше – проведення виборів в ОРДЛО, друге – закріплення особливого статусу для ОРДЛО, третє – виведення російських військ з ОРДЛО. Ну и политолог из Германии Игорь Эйдман в эфире телеканала АТР выразил сомнение в том, что формула Штайнмаєра вообще работоспособна. И более того, по его мнению, в этом сомневается и сам Франк-Вальтер Штайнмаєр. Давайте его послушаем. Думаю, что и Штайнмаєр понимает, что это нереалистично, потому что это просто очевидно. Какими могут быть демократические выборы по сути оккупированной территории, где у власти какие-то странные ставленники, бандитообразные ставленники Кремля, где чуть что людей хватает и сажает в подвал, где вообще террор политический и прочее. Что вы думаете по поводу этой формулы Штайнмаєра? Потому что некоторые говорят, что это зрада, а другие говорят, нет, победа. Это чистой воды зрада, это ловушка, это капкан для Украины, это трактовка худшего варианта Минских соглашений в российской интерпретации по российским желаниям. Я не знаю, Штайнмаєр, бывший министр иностранных дел Германии, либо совершенно продажный человек, который продался России ради этой формулы,
либо совершенно безнадежно не владеет ситуацией и очень недалекий, вообще не понимает, о чем речь. Либо он все понимает, но он лоббист каких-то интересов, и им совершенно наплевать на то, что здесь происходит. Ну, давайте уточним, закрепленные формулы Штайнмайера Нет. все-таки нет. Не Да, это существует, пока она что существует только в голове, так, да. на разговоре. Это, Ну да, да, на словах, это да, лишь на словах. просто слова. То есть на самом деле, какие выборы, немецкий коллега совершенно прав, какие выборы на оккупированной территории, под дулами автоматов, там не может быть ни украинских свободных СМИ, потому что самоубийц среди журналистов нет, ни украинских партий политических, потому что опять-таки самоубийц нет, ни членов комиссии непредвзятых, потому что опять-таки самоубийц нет. Это бред. То есть провести выборы под дулами автоматов, получить абсолютно тех, на кого укажет Москва, амнистировать бандитов, о чем нет в графике, но это входит в понятие особого статуса всех. То есть принять, и только потом они возвращают контроль над границей, российские войска уходят, и Украина туда не возвращается. То есть по большому счету они хотят этот особый статус закрепить в Конституции с народной милицией, независимой от Киева, от нашего МВД, то есть фактически те же боевики только переоденут форму. Суды независимые от Украины, прокуратура независимая от Украины, местные органы власти независимые от Украины. Но это федерализация. Это не федерализация, это такая Чечня российская, только будет у нас. Ну, и на самом деле, формула, единственное, да, какой Киев, роль Киева одной строчкой прописана, это Киев финансирует все это по защищенной статье из бюджета. То есть тот же праздник жизни, что у них сейчас в ДНР и ЛНР, так называемых, только уже за украинский счет. А Россия не агрессор, с нее снимают санкции, она миротворец и уходит. И де-факто мы еще смиряемся с Крымом. Светлана, вы Отлично. также считаете, что формула Штайнмайера это такой себе капкан и уловка, которая с Российской Федерацией пытается, которую Российская Федерация пытается навязать Украине и, возможно, даже переубедить в этом Германию и Францию? Насправді, щоб дати оцінку, це зрада чи перемога, треба взагалі розібратися, що таке формула Штайнмайера. З фактологічної точки зору, оскільки її немає на папері, є різні інтерпретації на сьогодні, які існують в варіанті Москви, в варіанті Штайнмайера, в варіанті України. І треба про це чесно говорити. На сьогодні говорити, що... Так, я докажу. Значить, звідки взялася взагалі формула Штайнмайера? Мінські угоди, які були підписані в 2014 році, вони передбачали, що весь комплекс заходів щодо зупинення війни мав бути закінчений до кінця 2015 року, до кінця 2014 року, перепрошую. Да. А потім, відповідні, в лютому, які були підписані до 2015 року. Оскільки цього не сталося, а в Мінських угодах були закріплені певні дати, то з'явилося питання, гаразд, якщо ці дати не спрацювали, то яка має бути логіка і послідовність процесів? І в зв'язку з цим виникла формула Штайнмайера, так звана, тобто це інтерпретація, спосіб читання Мінських угод, який показував послідовність виконання цих кроків. На сьогоднішній день, в незалежності Штайнмайера, не Штайнмайера, ми, як Україна, повинні відстоювати одну єдину логіку. Перше – це повністю забезпечення безпекових умов. Це виведення всіх військ, це перевірка ОБСЄ, чи знаходяться там будь-які війська, зброя, де вона знаходиться, в який спосіб вона схована. Наступне – демілітаризація. Далі – це контроль самого кордону. Вибори при відкритому кордоні з агресором не можуть відбуватися. І це теж є частина безпекових перемовин, безпекових умов, які має відстоювати Україна. Контролювати должен хто, миротворці? Це вже питання до України, вопрос, це вже інше питання, в тому числі до України, як вона бачить контроль цього кордону. Формула Штайнмайера взагалі-то, вона починалася від моменту, коли нібито ця безпека вже існує. І формула Штайнмайера говорила, як провести вибори з цього моменту. Чому Росія так наполягає зараз на цій формулі Штайнмайера? Тому що вона якраз не говорить про безпеку, як зробити так, щоб розвести війська, проконтролювати всі ці речі, перекрити кордон. Вони кажуть, а давайте одразу пропишемо на папері, що ви зробите для того, щоб закріпити якраз політичний статус невизнаних республік, наших територій, Луганської і Донецької області. І в цьому є небезпека, що ми закріплюємо момент, який стосується політичного статусу, але жодним чином оцей момент безпековий ми пропускаємо. І в такому форматі формула Штайнмайера, я вважаю, безумовно несе загрозу. Тобто сьогодні перед Україною стоїть завдання, от Пристайко туди поїде, наша група поїде, вони повинні поїхати зі своїми умовами, щоб оцієї зустрічі, яка відбудеться між президентами. У президента Владимира Зеленского как раз-таки есть своя формула решения вопроса Донбасса. Об этом в эфире ICTV рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко. Предлагаю его послушать. Ні, ще формули Пристайка немає. Є умовна формула Зеленського. Формула Зеленського говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які ми можемо зробити, відповідаючи на очікування нашого, в першу чергу, народу. Ну, наприклад,
Ми спробуємо повернути всіх наших хлопців і дівчат. Це одна частина. Ми спробуємо дотягнути до нашого народу, який залишився ментально, меседжами, символами, до нашого народу, який залишився по ту сторону. Ну, наприклад, ми можемо будувати міст в Станиці Луганській, щоб люди не лазили з тачками, були не один раз в цьому місті, і президент Зеленський сам доходив. Він так само каже, ми можемо спробувати зробити так, щоб люди не повинні були приїжджати кожні 60 днів, пересвідчуватись, перереєстровувати, щоб отримати ту нещасну пенсію, яку вони отримують, а зробити, щоб людина могла приїхати один раз на рік. І такі кроки. Оце є основа умовної формули Зеленського, в якої в кінці стоїть, що якщо ми найближчим часом не зможемо всі ці заходи, вживши, розв'язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових, інших радикальних заходів. На все про все у нас є від півроку до року. Как вы считаете, полгода для реализации озвученных Пристайком вот этих моментов, этого достаточно? И, кстати, я хочу сказать, что вот на экранах наших телевизоров мы сейчас видим прямую связь со строительства как раз-таки вот этого моста в станице Луганск. Не видно флагов ЛНР, там, которые они установили. Украина убрала свои флаги, чтобы их не раздражать, они сразу поставили свои. Начнем с главного, то, чего вкратце коснулась Светлана, и то, о чем говорит Пристайка тоже намеками, это очень ключевой вопрос. Если мы сейчас откроем компьютер и введем в Гугле формулу Штайнмайера, у нас будет куча вариантов. Если мы введем Минские соглашения, куча вариантов. Российский сценарий по урегулированию на Донбассе, куча сценариев. Украинская формула, украинский сценарий, у нас его нет. То есть Петр Алексеевич сказал в 2014 году, а то будут тривати дни чи тижни. Но так не получилось. И все, с тех пор у нас плана нет. То есть мы понимаем, что военным путем мы освободить не можем. Ну, потому что мы помним, как Россия захватывала Грозный, какое количество жертв мирных жителей. Россия себе это может позволить, мы нет. Тем более наступающий теряет в 3 раза больше, чем обороняющийся. Штурмовать тот же Донецк или Луганск, многоэтажные города, где из каждого окна стреляют, и танк превращается в консервную банку, это нереально. Это слишком много жертв. Мы на это никогда в жизни не пойдем. Военный путь отпадает, остается дипломатический. Вариант признать российские условия и согласиться на российский анклав, либо дожимать свою позицию. Для дожимания своей позиции у нас рычагов нет. Но проблема в том, что мы не предлагаем свой сценарий. Хороший или плохой, доработанный, недоработанный, критичный. Нет, мы свой сценарий не предлагаем, а Россия предлагает. Но вот Франция и Германия его озвученная рассматривают. Пристайком, это не сценарий? Это декларация о намерениях. Это, извините, девушки лунной ночью сказать, когда-нибудь я на тебе, наверное, женюсь. И даже когда-нибудь мы будем вместе. Это ни о чем. Формула простая. Мы требуем то-то, 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 наши условия такие-то, такие-то, шаги предлагаются такие-то, такие-то наши, такие-то, такие-то российские. А у Германии, Франции, США выскажите свое мнение. Все, это логично. Слан. Я хочу прокоментувати. Ну, Пристайко насправді він не озвучував стратегію, про що говорить колега. І, можливо, в цьому теж є певна логіка, що сьогодні президент не може озвучувати цю стратегію, або її немає, або влада на сьогоднішній день не хоче її публікувати задля того, щоб мати можливість певного маневру. Те, що сказав Пристайко, він сказав про кілька елементів всього-навсього цієї стратегії. Він говорить про діалог людський з окупованими територіями, він говорить про певні такі організаційні питання, господарські, знову ж таки, на окупованих територіях. Але зрозуміло, що це не стратегія зупинення війни. Я хочу сказати, що сьогодні перед Зеленським, перед новою владою є кілька ключових питань, на які ми повинні мати відповідь. Перше, як ми організовуємо безпеку. Друге, як ми контролюємо кордон, миротворча, не миротворча місія. Третє, як ми будуємо політичний діалог і визначаємо самоврядність чи підпорядкованість центральним органам влади, центральній владі цих територій. Чи це в них буде справді своя прокуратура чи не буде, міліція буде, не буде. Далі ми повинні визначити питання, як ми відбудовуємо ці території, які в нас з ними зв'язки і так далі. Все це, окрім іншого, містить десятки інших питань нижчого рівня. І сьогодні перед владою стоїть завдання в комплексі намалювати це бачення з розумінням того, що може піти не так, і дати відповідь, в тому числі питання на відповідь, а якщо піде не так, то які мають бути кроки з боку України. Тому на сьогоднішній день ця стратегія не озвучена, але я дуже сподіваюся, що президент її має перед тим, як вступати на зустріч з Путіним. Тому що якщо ми стратегії своєї не будемо мати, то ми рано чи пізно завершимо
граючи гру Володимира Путина. И действительно, в эти дни мы вернемся еще к этой теме, потому что в эти дни в Варшаве проходит конференция ОБСЕ, где обсуждаются вопросы прав человека на оккупированных территориях. И в Варшаве находятся в том числе наши корреспонденты. С нами сейчас на прямой связи Олег Борисов, прямо из конференции ОБСЕ. Олег, приветствую. Ну что ж, рассказывай, какие у тебя новости. Добрый вечер, Гульсум. Я уже традиционно начинаю наш разговор с погоды в Варшаве. Так вот, в Варшаве сейчас дождь очень сильный, и поэтому приветствую вас из дождливой Варшавы. Ну а если к теме, конечно же, сегодняшней конференции, она уже вот заканчивается через 15 минут, но в принципе украинская делегация встала и вышла, как сегодня уже мы об этом не раз говорили, после того, как множество раз представители Российской Федерации, представители оккупационных СМИ, в том числе телеканал Милет, телеканал Крым-24, упоминали в своих презентациях, мол, Крым российский. Сначала они получали замечания от модератора о том, что все-таки нельзя так говорить здесь, Крым аннексирован, но они это игнорировали, после чего украинская делегация просто встала и вышла, мотивировав это тем, что не хотят присутствовать там, где звучит от представителей на международной, подчеркну, площадке, то, что Крым является российским. Крым является аннексированным, и об этом говорят все цивилизованные страны. Ну, а сейчас хочу представить вам Симона Попашвили, представителя Международного партнерства по правам человека в Брюсселе. Я вас приветствую. Спасибо большое, что вы согласились на короткие комментарии. Смотрите, интересно узнать ваше мнение касательно того, как вы оцениваете вообще появление здесь оккупационных СМИ с Крыма, появление вот таких вот людей, которые не боялись, вопреки замечаниям, все равно продолжали настаивать на том, что Крым российский. Как вы оцениваете это непосредственно? Да, ну я просто начну с тем, что это не происходит первый год. Я на этом мероприятии, которое уже идет с 90-х, бываю тут уже 7-й, по-моему, или 8-й год. И, к сожалению, вот тенденция того, что каждым годом становится больше и больше так называемых гонго или неправительственных организаций, которые финансируются и контролируются властями. В первую очередь речь идет о российских гонго и представители так называемых медиа, которые практически продвигают официальную кремлевскую политику. Количество этих людей каждым годом становится больше и больше. А почему тогда это никак не пресекают? Или это юридически невозможно? Почему мы такое наблюдаем ежегодно? Это трудно делать. Понимаете, вот эта встреча по имплементации человеческого измерения, в принципе, в самом начале была задумана таким образом, чтобы было всем позволено сидеть в плане представителей неправительственных организаций гражданского общества в одной комнате с представителями государства, участников ОБСЕ. И фильтрация, какой-то механизм фильтрации, в принципе, очень сложный, потому что, поскольку все решения принимаются консенсусом, если начинать фильтрацию, тогда такие страны, как Россия или Турция и Азербайджан, тоже начнут фильтровать настоящих неправительственных организаций, которые критично настроены и критикуют нарушение прав человека. Спасибо. Спасибо вам большое. Я еще коротко хочу от себя добавить, что вместе с украинской делегацией встало еще очень много стран, в том числе, конечно же, Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция, встали и вышли тоже вместе с украинской делегацией. И также хочу сказать, что вот уже через 12 минут заканчивается конференция. Завтра уже анонсирована следующая тема. Это касательно безопасности работы журналистов, как на неподконтрольных Украине территориях, так и, конечно же, во всем мире. И об этом будут говорить завтра на протяжении целого дня. Конечно же, телеканал АТР здесь с самого утра будет находиться. Обо всем вам на протяжении эфиров обязательно расскажем. Гульсум, слово в Киев вам, в студию. Спасибо большое. Это был наш корреспондент прямо из Варшавы на прямой связи. Мы продолжаем держать руку на пульсе и освещать все события, которые происходят в рамках конференции на ОБСЕ. Светлана, вы как раз-таки были делегатом парламентской ассамблеи Совета Европы от Украины. Вот как вы считаете, насколько в этот раз был уместен этот демарш, который об'явили наші українські дипломати? Ну, я не була під час цієї конференції. Мені складно оцінити зсередини, що відбувалося і якою мірою
треба було реагувати на таку провокацію, для мене було зрозуміло, що це провокація. Вони зайшли і провокують свідомо, мені здається, українську делегацію. І мені здається, було доцільнішим встати і розказати після їхнього виступу. Зрозуміло, що всі колеги, всі наші партнери і друзі, які там сидять, вони розуміють, що це за люди і навіщо вони це роблять. Мені здається, найкращою відповідь було б встати і у відповідному виступі розказати про кількість вбитих кримських татар, кількість, наприклад, україномовних школ чи кримсько-татарських шкіл, яких там немає. А Міжнародний суд ООН, як ми знаємо, попереднє його рішення, зобов'язав російську владу зберегти, відкрити ці школи. Далі. Чи було рішення ухвалено щодо відновлення статусу Меджлісу, адже його визнано терористичною організацією? Знову ж таки, Міжнародний суд ООН сказав, що це все треба відмінити. Мені здається, от така змістовна відповідь, вона б найкраще дала, вона б найкраще показала нашим партнерам, що відбувається в окупованому Криму и что эти люди собой представляют. Как вы считаете, вообще, каким образом пропагандистские СМИ, в том числе и коллаборантов, которые приехали с ними, впустили в Европейский Союз? Кто вообще им выдал эти визы и на каком основании? Ну, во-первых, российское лобби очень мощное. Во-вторых, у нас куча таких, знаете, как говорят, врачи без границ, их называют врачи без лекарств. У нас куча организаций общественных, не только у нас, в Европе, которые занимаются защитой свободы слова, там, репортеры без границ, все прочее, которые очень любят тоже российские деньги. Они не особо вдаются в детали. Журналисты, нам платят за их защиту, платят. Будем защищать. На пропагандисте не написано «пропагандист» на лбу. У него удостоверение какого-то СМИ. И откуда в Варшаве или в ОБСЕ знают все названия этих СМИ? У них нет этого анализа. У них нет контрразведки, это не военная организация. И поэтому, да, они под видом, ну, как бы, это как шаурма, которая под видом пищи проникает внутрь человека. У вас такие всегда аналогии интересные. Да, так это вот пропагандисты под видом журналистов проникают внутрь организации. Причем я согласен со Светланой, что просто уйти, да, это красивый поступок, это жесткий поступок, но это поступок, ну, не оптимальный. То есть, на самом деле, вот я вспоминаю старый анекдот еврейский про Цахал, ну, про армию обороны Израиля. Вас неправильно учили в Советском Союзе. Умирать за родину не надо. Надо сделать так, чтобы враг умер. Вот. Надо было так поставить игру, чтобы обиженные ушли пропагандисты. Обиженные, размазывая сопли, слезы, и говоря, вот надо же, какие вот злые крымчане, злые украинцы не дают нам сказать и слова. Скажите, вот в любом случае мы понимаем, да, я, насколько понимаю, будет принята какая-то резолюция, да, по правам человека на оккупированных территориях, которая будет поддерживать, конечно же, Украину, но вот в очередной раз, очередная резолюция, что она даст? Ну, для нас дуже важливо підтримувати політичну статус оцієї визначеності, що Крим, він є окупованою територією. Я наведу приклад, наскільки це важливо. От, наприклад, санкції. Нам здавалося, що санкції, які накладені... Давайте візьмемо Парламентську асамблею Ради Європи, так? Санкції були накладені на російську делегацію. За окупацію. Так, за окупацію Криму, за окупацію Донбасу, з дуже чіткими вимогами, що Росія повинна зробити для того, щоб з російської делегації зняли ці санкції в Парламентській асамблеї Ради Європи. Ми бачимо, як весь цей процес відкотився назад, незважаючи на те, що жодних зобов'язань Росія не виконала. Тому оцей політичний діалог, коли абсолютно всім зрозуміло, так, в Європі, у світі, що Росія окупант і Крим, він окупований. Він є дуже важливою складовою взагалі всього процесу протидії російській агресії. Якщо не буде на рівні понятійному зрозуміло, що Росія ворог і Росія агресор, то в нас полетять і санкції, і, можливо, підтримка фінансова, і, можливо, підтримка політична і так далі. Тому для нас надзвичайно важливо втримати цей політичний діалог, наших друзів переконувати, наших ворогів не дати їм можливість, так, змінити оцей от статус визначеності Криму и Донбасса, и оккупованных территорий. Да, знаете, у меня вот здесь возникает последний вопрос, к сожалению, буквально 1,5 минуты до завершения нашего эфира. В последнее время украинская дипломатия, украинские политики работали в направлении сдерживания санкционного режима против Российской Федерации. Хорошо, а будет ли усиливание? Уже 5 лет. Неужели спустя 5 лет еще нужно объяснять, что в Крыму Крым оккупирован, что в Крыму идут репрессии? Чи буде наростання санкцій? Є один закон в Сполучених Штатах Америки, який стосується Північного потоку-2. Це газовий, ми знаємо, потік, який в обхід України. І щодо цього закон зареєстрований, він може бути ухвалений. Це залежить від того, як будуть розвиватися події. Тому в цьому напрямку можуть бути. Соединенные Штаты усиливают действительно санкции, да, это факт. Но мы видим, что Европа санкции не усиливает. Мы видим
и «Северный поток-2» при активном участии, и турбины Сименса в Крыму, которые, говорят, нас обманули, сказали, что на Таманскую электростанцию, ребята, я инженер-электронщик, я знаю, как под турбины готовится место, вас не обманули. Мы видим немецкие заводы в России, мы видим сотрудничество с Францией, то есть мы видим, что Европа санкции ослабляет. В чем Светлана права? Надо постоянно капать им на мозги, постоянно выходить в публичную плоскость. Пусть смотрят в глаза своим избирателям, говорят, мы торгуем с агрессором, мы наплевали на европейские ценности, мы наплевали на демократию. Им надо это напоминать, но морально надо готовиться к тому, что все-таки деньги окажутся сильнее, и постоянно рассчитывать на партнеров мы не сможем. Мы нужны только нам, ни Европе, никому больше. Кирилл Сазонов, политолог и народный депутат Украины 8-го созыва, Светлана Залищук были гостями нашей студии. Дуже дякую. А я вынужден завершать этот блог. Смотрите буквально через 5 минут информационную программу «Заман», а после возвращайтесь к нам. У нас в студии будет заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Коршкин. Кримсько-татарська автономія.